Первым объектом посещения стала Гагарская первая средняя школа, в которой завершаются строительно-ремонтные работы. 2 корпуса школы учебные, есть актовый и спортивный залы. Всего в учреждении 56 кабинетов. По словам представителя подрядной организации «Логистрой» Саида Оси, ремонт всех помещений практически завершен, за исключением незначительных внутренних работ. Саид, скажите мне вот откровенно, когда я могу быть уверена и докладывать руководству, что объект готов и все замечания устранены? Ну вот то, что у нас по смете было, у нас вот эти вот мелочи, что остались по работе доделать, вот эти вот датчики нам установить, и вот тот первый корпус, сейчас пройдем туда, тоже можем пройти, установить вот эти пороги и все остальное. Я думаю, что 2 недели? 2 недель, я думаю, точно все Значит, сделаем. Укс, тогда я так понимаю, если не считать оборудование, мы этот вопрос сейчас с вами обсудим, по нему есть понятие, как будем решать. Значит, соответственно, объем строительно-монтажных работ надо принимать уже с учетом всех изменений, которые произведены, и готовить соответствующие документы. В ходе инспекции также обсуждались вопросы по благоустройству пришкольной территории и энергоснабжению объекта. С нашего прошлого визита есть определенные изменения. Подрядчик сейчас практически на завершительном этапе устранения замечаний, выявленных в ходе прошлой поездки. Весь объем предусмотренный сметной документацией, но на данном этапе практически завершен. Здесь нами, значит, будут предлагаться соответствующие дополнения. Они незначительные, но они необходимы для того, чтобы комплекс был завершенным. В том числе мы с вами вместе смотрели, это вопрос энергоснабжения школы. Нам необходимо будет приобрести соответствующий трансформатор и подключить его к объекту. Небольшие работы по благоустройству территории, фактически из крупных вопросов. Ну, там незначительные доработки, которые не требуют больших финансовых вложений. Затем Кристина Узган осмотрела площадь возле колоннады, которая является визитной карточкой не только города Гагра, но и всей Абхазии. На данный момент здесь ведутся работы по укладке мозаики и выравнивание стеллы. Параллельно начнется реставрация самой колоннады. Работы планируют завершить к концу августа. У нас с вами подписан протокол о сроках завершения работ. Я помню, что мы определили дату конец августа. Я надеюсь, что объект будет к этому времени готов. Всеми силами будем пытаться. Рекомендуем, сроки выдержать. В ходе рабочей поездки Кристина Узган также посетила 2 канализационные насосные станции. На одной ремонт уже завершен, а на другой, по словам начальника управления капитального строительства Тимура Агрба, завершится к концу июля. Одним из крупнейших и дорогостоящих объектов инвестпрограммы в Гагарском районе является очистительное сооружение в селе Аллахадзе. Однако к финансовой целесообразности этого проекта у Кристины Узган есть вопросы. Общая стоимость проекта, согласно тех документов, которые на сегодняшний день имеются, почти 1 700 с лишним миллионов рублей. Я просто хочу привести пример, что мы в 2013-2014 году строили очистные сооружения для города Сухум в селе Шера. Объемом, мощностью, соответственно, 30 тысяч кубометров, они обошлись тогда в 606 миллионов рублей. Я не хочу сейчас давать оценки относительно качества либо способа предлагаемого здесь. Я все-таки думаю, что имеет смысл нам послушать специалистов, которые дадут оценку целесообразности, стоимости такого проекта именно с точки зрения его дороговизны. Далее министр экономики направилась в Пицунский детский сад, отстроенный на базе старого дошкольного учреждения. Несмотря на то, что основная часть ремонтных работ здесь была завершена в 2017 году, здание так и не сдано в эксплуатацию. Тогда случилось несчастье, генподрядчик, он скончался скоропостижно. Потом с Гагробанком произошли какие-то проблемы, всем известные. В общем, деньги там застряли. И вот это 6 миллионов, вопрос был в 6 миллионах. То есть, если я вас правильно понимаю, за 6 миллионов объект стоимостью 70 сколько миллионов? 75 миллионов фактически 3 года не эксплуатируется. Кристина Узган поручила руководству УКС подготовить дефектный акт и оценить стоимость работ для ввода объекта в эксплуатацию. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.